Якутии начинаем новый спортивный день. И с вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Сегодня, конечно, мы вам расскажем самые последние новости про игры Дети Азии. Сегодня встретимся с нашими замечательными гостями в этой студии. Первый гость у нас будет настоящий рекордсмен мира. Ну а со вторыми гостями мы поговорим про фестиваль «Мамонтенок-2024». И вот видите, я вам подмигиваю, друзья, прямо сейчас подписывайтесь на телеграм-канал «Утро Якутии», потому что вам в конце передачи это обязательно поможет. Но не забываем, что в этом телеграм-канале мы выкладываем последние новости, маленькие сюжеты, зарисовки того, что происходит на каждой спортивной площадке. Конечно, делимся своими впечатлениями, поэтому все самое интересное тоже там. Вы будете с нами целый день, заряжаться хорошей энергетикой спортивной. Ну и, конечно, быть в курсе событий, потому что некоторые на работе не успевают что-то посмотреть. Но сегодня мы обязательно познакомим вас с видами спорта, по которым проходят соревнования. Сделаем анонс, что можно сегодня посмотреть днем, на каких площадках. Ну, и много-много интересного и полезного. Кстати, Вероника, ты была непосредственно на самом открытии. Вот поделись впечатлениями. Ну, я не пожалела, что я попала на открытие. Это была настоящая феерия, потому что я посмотрела всех участников, все команды, которые приехала, смогла лично поприветствовать с трибуны. Да? Посмотрела, конечно, великолепную постановку. Мое восхищение такой организации, получается, процесса. Столько танцоров, столько исполнителей. Все это было очень классно поставлено. Видно, что люди долго репетировали. Ну и, конечно, зажжение огня. Зажжение огня. Да. Самое главное событие, конечно. А вообще вот огонь спортивных игр Дети Азии прошел эстафетой по всем уголкам нашей необъятной республики, преодолев многие тысячи километров и поприветствовав жителей всех районов. Как прошла финишная прямая в городе Якутске, давайте узнаем прямо сейчас. Огонь игр Дети Азии. Его зажгли ровно 100 дней назад у подножия Ленских столбов. За это время он преодолел 37 тысяч километров, оставил позади 35 городов и деревень нашей республики. Мы уверены, что традиционно игры Дети Азии зажгут новые звезды на спортивном небосклоне. Для меня Дети Азии — это игры, которые действительно зажигают новые звезды в нашем спорте. Вообще, это дружба между народами. Мы находимся на площади Победы. Сейчас огонь проследует на следующую точку, на проспект Ленина, где его уже ждет мой коллега Максим Кардозов. Айсена, мысленно передаю тебе привет. Ну, как ты видишь, мы уже в процессе эстафеты. Выглядит внушительно все. Мне очень волнительно. Ну и в этом последнем отрезке принимают участие 74 человека. Это спортсмены, политические деятели, общественники и обычные жители города Якутска, столицы 8-х спортивных игр Дети Азии. Я очень счастлива, что стала частью такого грандиозного масштабного мероприятия. Церемония такая прошла впервые в 1936 году во время Олимпиады в Берлине. И вот этот непотухающий огонь, который передается из рук в руки, он символизирует надежду и стремление к победе. Эстафета огня подошла к концу, Айсена. Я поздравляю тебя, себя и всех жителей Азии. Ну а сейчас у каждого появилась возможность сфотографироваться с факелом, с огнем игр Дети Азии. Мы, надеюсь, тоже не упустим эту возможность. Да, мы оставляем вас и идем фотографироваться.
так приятно смотреть на финиш эстафеты, потому что я сам был свидетелем, как эстафета огня проходила в Чакурдахе. Там был снег, ну, на следующий день была метель, то есть, ну, были такие условия, а сейчас уже лето, уже... Ну, мы смогли с тобой вообще посмотреть на огонь. Помнишь, нам его приносили, показывали, кто такие хранители огня. Здорово быть частью такой большой спортивной семьи, хоть малости, но мы в курсе всех событий. Дорогие друзья, искрящиеся глаза юных спортсменов, радостные улыбки и восторженные возгласы. Так начался незабываемый вечер в студенческом городке Северо-Восточного федерального университета. Открытие деревни спортсменов 8-х игр «Дети Азии» превратилось в настоящий праздник, который надолго останется в сердцах всех участников. Как прошел концерт и что удивило юных гостей, смотрите в следующем сюжете. Зрителями этого незабываемого события стали более 2000 человек, которые собрались на территории кампуса. Среди них спортсмены из России и зарубежных стран, тренеры, волонтеры и представители спортивных делегаций. Все они с восторгом наблюдали за происходящим, наслаждаясь каждым моментом. Было очень прям восхитительно. У меня пошли мурашки по коже. Очень удивительно. Прям. Понравилось. Я видел раньше вот в Ютубе, там, в интернете, но когда это вживую, это прям очень величественно. Как вообще настроение? Настроение огонь. Все нравится. Сегодня уже 4-й день. Отлично, нравится. Ходим, гуляем, смотрим здесь всякие достопримечательности. Сейчас находимся вот на концерте. Уже успели поучаствовать в конкурсе, выиграть приз. Так что все отлично, мне нравится. Вы уже с готовым мерчем уедете? Ну вот, мы тут уже набрали себе. У меня такое в жизни первый раз, мне очень нравится, очень необычно, все так хорошо обустроено, все люди гостеприимные, очень хорошо все сделано. Что удивило, может быть? То, что концерт просто происходит среди домов, вот, на площадке. Так настрой? Настрой на хорошую игру, на показательный результат, и мы должны выиграть. Всем удачи! Настрой как у вас? Настрой Поздравить юных атлетов приехали почетные гости. Бурю эмоций у зрителей вызвали зажигательные песни и фольклорные танцы в красочных национальных костюмах. Завершением праздника стал якутский хороводный танец «Осохой», в котором приняли участие все присутствующие, создавая атмосферу единства народов. Добрая традиция, которая сложилась с 1996 года. В этом году мы вот 8-й раз на территории университета принимаем участников игр «Дети Азии». Особое внимание мы уделили для того, чтобы раскрыть национальную культуру народа Саха. На торжественном открытии деревни спортсменов здесь участники могут оставить свой след в истории вот на таком вот баннере пожеланий. Тут они оставляют свои автографы или пишут напутственные слова на своем языке. Или нарисовать свой государственный флаг, как сделала эта делегация Казахстана. Ну а мы, в свою очередь, тоже внесем вклад в историю, нарисовав нашу компанию на этом баннере. Ну а потом в течение до конца спортивных игр эти баннеры будут украшать деревню спортсменов. Игры «Дети Азии» играют важную роль в развитии не только детского и юношеского спорта, но и культуры в целом. Этот вечер подарил всем участникам незабываемые впечатления, заряд энергии и вдохновения. А главное, он объединил спортсменов из разных уголков мира, напомнив о том, что спорт и дружба не знают границ. Дарья Короленкова, Радомир Сергеев. Прямо сейчас перенесемся на игровое поле футзала. На 8-х играх «Дети Азии» примут участие 7 команд. Первый матч уже состоялся между командами сборной Якутии и Кыргызстана. Игра завершилась со счетом 9-3 в пользу хозяев турнира. Участие в этом турнире позволит юным спортсменам продемонстрировать свои навыки и подготовку, а также пообщаться с ребятами из других регионов России и зарубежных стран. Спорткомплекс 50 лет Победы давно не видел большого футзала. Трибуны полны, зрители ликуют. За звание сильнейшего сразятся сразу 7 команд. И первыми на паркет вышли сборные Якутии и Кыргызстана.
Гости площадки открыли счет на 3-й минуте, однако спустя пару мгновений равновесие в счете было восстановлено. Игрок сборной Кыргызстана Арсен Талайбеков поразил свои ворота. До 6-й минуте якутяне вырвались вперед. Результативный удар и счет 2-1 в пользу хозяев паркета. Ситуация обострилась к середине первого тайма. Сборная Якутии результативными голами вырвалась вперед. По итогу первого тайма счет 4-1. Атмосфера на трибунах накалилась до предела. Начало второго тайма осталось за сборной Киргизии 2 забитыми голами. С разницей в минуту отличились игроки команды гостей. Якутяне же ответили 5 результативными ударами. Итоговый счет встречи 9-3 в пользу сборной Якутии. Первый мы хорошо взяли 4-1. Во втором они начали догонять. Потом нас тренер наругал. И мы вышли вперед. Соперники сложные. Мы знали, что они сложные. Они в Киргизии мы против них играли, мы 2 раза им проиграли. Трудовая, но яркая победа якутской сборной – результат длительных тренировок. Ребята прошли масштабный отбор. В сборную включили сильнейших спортсменов со всех уголков республики. Далее были крупные домашние международные старты. И вот теперь кульминация – игры «Дети Азии». Нет слабых команд. Радует одно только, что победили. Ну а счет это вообще ничего не отражает. Мы могли также проиграть. Все команды приехали сюда не отбывать свое место, а хотят выиграть. Но если приехали, значит какие-то задачи ставят задачи. Много сумбура было, волнения очень много. Я так у своих ребят видел. Ну а так, конечно, рады очень победе. Якутяне записали в свою копилку первые 3 очка и продолжат бороться за звание чемпиона игр по круговой системе. Следующим соперником станет сборная Сибирского федерального округа. Петр Васильев, Иван Саракаумов, Якутск. Поздравляем наших ребят с отличным соревнованием и переходим к другим новостям. Якутия, доброе утро. Предлагаем блок новостей. Сборная Якутии по мини-футболу одержала очередную победу на играх «Дети Азии». Якутяне в сухую обыграли команду Сибирского федерального округа со счетом 16-0. Ребята показали себя еще в первом тайме, забив 9 голов к ряду. Во втором к счету якутян добавилось еще 7 результативных ударов. Команды играют 2 тайма по 20 минут. Напомним, в своем первом матче против Кыргызстана сборная Якутии также одержала победу со счетом 9-3. В рамках спортивных игр «Дети Азии» стартовал 6-й международный форум юных олимпийцев, который ежегодно проводит Олимпийский комитет России. Впервые он проходит в столице нашей республики. В форуме участвуют 250 спортсменов из 24 стран мира. На мероприятии юные атлеты смогли лично пообщаться с выдающимися спортсменами, легендами спорта, в том числе с олимпийскими чемпионами и призерами, а также спортсменами, которые участвовали в играх «Дети Азии» ранее. На самом деле такой определенный мост, который перекинулся практически через всю нашу страну, из Москвы в Якутск. И для нас, для олимпийского движения, забота о подрастающем поколении, об олимпийском резерве наших стран является приоритетной. Поэтому в этой части, конечно, мы счастливы находиться здесь, в столице проведения игр «Дети Азии». Здесь как раз вся аудитория, вся наша целевая аудитория находится здесь. И, безусловно, для нас это дополнительная возможность впервые, я подчеркиваю, впервые провести выездной форум юных олимпийцев. Стартовали соревнования по художественной гимнастике как в индивидуальном, так и в групповом зачете. Участие принимают 10 стран мира, 3 федеральных округа, 2 сборные Якутии и сборная Москвы. Честь республики отстаивают 14 спортсменов 2009-2011 годов рождения. В каждой сборной по 5 участниц в групповых упражнениях и по 2 в индивидуальных. Всего в художественной гимнастике принимают участие 75 спортсменок. Соревнования продлятся до субботы. Прошел первый день соревнований. Девочки в групповых упражнениях показали свою подготовку в обручах. В общем, я хочу похвалить вторую нашу сборную, которая сегодня выступила без погрешностей, без серьезных ошибок. Мы сейчас девчонок настраиваем на завтрашний день.
Мы желаем доброго утра всем, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. За успехами тех, кто сейчас занимает места на пьедестале, стоит труд их наставников, тренеров, родителей и семей. Советская спортивная школа не знает себе равных, а мы стараемся перенять лучший ее опыт. Сегодня своим опытом с нами поделится президент Федерации плавания России, четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и рекордсмен мира Владимир Валерьевич Сальников. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, вы один из самых успешных пловцов мира. Как начался ваш путь в спорте? Помните ли вы свои первые соревнования? Да, конечно. Ну, сначала надо сказать вообще, почему я оказался в плавании. Это простая история. Меня отправляли в возрасте 5-6 лет в деревню к бабушке проводить летом. И вот, естественно, я проводил время с мальчишками, с местными. И одно из излюбленных мест это была река. Вот. И я очень завидовал тому, что они спокойно чувствуют себя в воде, а я, заходя в воду, как только терял, так сказать, под ногами дно, так сказать, возвращался на берег, и мне было очень грустно сидеть одному. То есть все время думал, ну как же, когда же вот я смогу так же, как они, переплывать эту реку и так далее. И в какой-то степени, не помню, я в какой-то форме родителям это все высказал. Мама записала меня в бассейн. Первый мой поход был не очень удачный. 2 дня я позанимался, то есть 2 раза позанимался в бассейне СКА. Потом заболел, и все прекратилось до 2 класса обычной школы. И дальше в школу пришел тренер. Я учился во 2 классе и просто, так сказать, спросил, кто хочет заниматься плаванием. Ну, конечно, я руку тянул выше всех, попал в группу. Ну и с того момента началась вот моя спортивная жизнь, и от обучения, заканчивая достижениями мировыми, олимпийскими медалями и так далее, вот она уже шла без перерывов. Ну, то есть вы были замотивированы с самого детства? То есть не было такого, что вы отказались от каких-то детских радостей или бунтовали против родителей? Абсолютно нет. Мне плавание заполнило мою жизнь, и я не чувствовал, что я что-то теряю. Интересы были в бассейне. И помню, Петербург не может, конечно, похвастаться такими морозами, как Якутия, да? Но я помню зиму минус 42, по-моему, было градуса. Отменили занятия в школах. А я один пришел в бассейн. Там никого не было. Вот меня спросили, мальчик, что ты здесь делаешь-то? Занятия отменены в школах. Я говорю, ну это в школах, а про бассейн-то не говорили. Ничего, да, поэтому вот так вот. И, конечно, первые соревнования, ну на самом деле первые соревнования это клубные, это обычно соревнования в школе, в детской спортивной. Там это каждым способом 50 метров, поэтому для ребенка, который научился плавать, и впервые преодолел дистанцию 25 или 50 метров, это очень важный рубеж, потому что каждый в этом случае начинает ощущать плоды своего труда, попыток удержаться на воде, перемещаться, двигаться с хорошей скоростью. И, как правило, это происходит в конце первого года обучения. Молодые спортсмены уже могут преодолевать дистанцию 50 метров 4 способами плавания разными. То есть, вот. Ну а дальше это все зависит от тренера, от родителей, конечно, насколько тренер может поддерживать интерес, мотивацию ребенка. Но родители должны, конечно, в этом случае помогать. И главное, наверное, что это таким образом составить распорядок дня, чтобы было время на все. То есть в этом случае, если он правильно составлен и остается время на учебу и на спорт, и, в общем-то, все двигается хорошо. Вот. Но сумбур, если возникает какая-то чехарда, то, конечно, ни учеба, ни спорт в этом случае не выигрывает. Поэтому обращение к родителям, значит, продумайте четко распорядок дня своего ребенка для того, чтобы он все успевал. Хотя это непросто, надо сказать, при нынешней загрузке в школе. Вот количество предметов и домашних заданий – это непросто. Сколько у вас ушло времени для того, чтобы совершить свой первый спортивный прорыв, и сколько, как правило, должно уходить на это времени? Ну, если брать рубежи, ну, допустим, в плавании я выполнил мастера спорта в 14 лет. Это нормально для пловцов. Вот, это была первая такая ступень серьезная. Первые соревнования, значимые соревнования для меня был это юношеский чемпионат Европы. Я выступал там в возрасте 15 лет. Был бронзовым призером. Вот, ну а через год поехал уже на Олимпийские игры в составе основной команды. Такой значительный взлет, быстро. Да, этот год был очень для меня значительный с точки зрения улучшения результатов, реально. И
за год на 1500 метров мой результат улучшился сразу на минуту примерно. Что стало, ну, не знаю, причиной? Что смотивировало? Ну, во-первых, тренировки были интенсивные, были, скажем, серьезные тренировки, большие нагрузки. Ну, бывало так, что до 20 километров в день в то время. Ну, бывало и больше, потом, так сказать, бывало 24 в день, это 3 тренировки по 2 часа. Еще час в зале, то есть доходили до 7 часов такой интенсивной работы. Поэтому в плавании как бы объемная работа, она, так сказать, считается нормой для достижения результатов. Просто так, сидя на диване, и быстро проплыть не получится. Но в целом, как развивается плавание сейчас в других регионах, и вот в частности в Якутии, как вы вообще оцениваете уровень подготовки спортсменов на Дети-Азии? Ну, на Дети-Азии это красочное, хорошее событие. Вчера было грандиозное открытие, действительно самые яркие впечатления, потому что была масса задействовано людей, детей во время открытия. Конечно, все прошло 3 часа, пролетели как буквально несколько минут. Вот. Но вот это как раз и дает импульс, наверное, такие мероприятия для дальнейшего роста, да, занимающихся в их увлечении в спорт. Но плавание – это непростой вид спорта, нужны бассейны. И пока я считаю, что в Якутии недостаток, конечно, этих бассейнов. И Якутск только один 50-метровый бассейн, он достаточно современный. Вот. Но неплохо бы, конечно, материальную базу расширять, потому что, вообще-то, я считаю, любые родители заинтересованы в том, чтобы у ребенка был привит этот навык. Я сейчас даже не про спорт говорю, я просто говорю о навыке, который позволит обезопасить себя, находясь в воде, ну и, может быть, даже спасти чью-то жизнь. Вот. Ну а потом уже после получения этого навыка, это можно говорить о какой-то дороге в спорт, о спортивной карьере и так далее. Поэтому, тогда со скольки лет отдавать ребенка лучше? Ну, вы знаете, дети, вообще можно буквально с младенчества уже учить ребенка плавать. И есть исследования научные, которые говорят, что ребенок, находясь в утробе матери, он находится в водной среде, поэтому и учить плавать не нужно, он уже сам. Но при этом этот навык теряется буквально через несколько месяцев. То есть если рефлекторно, вот в начале таких младенческие, так сказать, даже не годы, месяцы, дыхание задерживается рефлекторно, то потом надо учить заново дышать. Вот. Ну, вот, а для осознанного, скажем, плавания с контролем техники, ну, как правило, это 6-8 лет. Потому что до этого дети будут играть. Они будут просить делать все, но только для того, чтобы это был вот элемент игры, это самое главное. И, конечно, изучать технику им это просто неинтересно. Потом уже с возрастом это приходит, и, соответственно, они уже понимают, что нужно делать. Спасибо большое за ваше экспертное мнение. Очень было интересно. Я уверена, что мотивация начать заниматься плаванием теперь появится точно у всех. Спасибо. Замечательно. Спасибо. Ну, кстати, Вероника, кроме, вот, например, ну, другой теме перейдем, кроме бальных танцев, назови мне вид спорта, где пары играют друг против друга. Ну, это легко, это настольный теннис. Как раз стартовали соревнования среди смешанных пар. Давайте узнаем подробнее, как это было. Так как мы на играх Дети-Азии, то в азиатской части настольный теннис еще и называют пинг-понгом. Пинг – это звук мяча, а понг – это отскок от стола. А до этого еще были другие интонационные варианты. Это флим-флам и вив-вав. Ну а мы находимся в спорткомплексе «Сулус», где идут соревнования по настольному теннису. И будем следить за игрой. В зале царит своя атмосфера, звук мячей, радостные возгласы, досада от поражений, крики болельщиков. Упорная борьба шла между командами из ДФО и сборной Казахстана. В итоге дальневосточники вырвали победу со счетом 3-2. В настольном теннисе всегда доминируют китайцы, но команда представит лишь 2 девочек. А пока игра только началась. Конкуренцию ведут россияне, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Сирия. По предварительным прикидкам, то есть, наверное, фавориты пары из Москвы, из Уральского федерального округа, ну и, может быть, из Сирии, потому что у них очень сильная девочка, которая даже принимала участие в Олимпийских играх.
Хэнд Заза из Сирии на территории России играет во второй раз. До этого принимала участие среди взрослых на играх в Казани, где заняла 8-е место. Мы провели одну партию, сыграли с командой Азербайджана. Матч был сложный, но мы смогли победить и пройти дальше. Все соперники хорошо подготовились, проходят очень интересные встречи. Теннис — это вся моя жизнь. Ежедневно уделяя по 8 часов, упорно тренируюсь. На играх попытаюсь показать себя еще лучше. К сожалению, наши спортсмены выбыли на ранней стадии. Остался лишь один якутянин – Изот Кривошапкин, выступающий в составе сборной команды из Москвы. Моя ракетка была не допущена, так как мои шипы были достаточно высокие. По толщине моя ракетка не прошла, так что в быстром варианте мы переклеили мне другую накладку, но я смогла участвовать в соревнованиях. Финальные игры по настольному теннису пройдут в четверг и субботу. Ольга Егорова, Радомир Сергеев. За скоростью, с которой развивается мир во всех отраслях, невозможно уследить, и спорт не исключение. Так, количество олимпийских видов постоянно растет. На Олимпиаде в Токио 2020 впервые были разыграны медали в одном из зрелищных видов спорта – баскетболе 3 на 3. А на играх «Дети Азии» приехали 60 спортсменов, чтобы сразиться за звание лучшего из лучших и показать настоящие чудеса во владении мячом. Давайте узнаем, как готовятся баскетболисты и по каким правилам пройдут соревнования. Один из самых зрелищных и эмоциональных видов спорта – баскетбол 3 на 3 был включен в 2022 году на 7-х играх «Дети Азии». От традиционного баскетбола отличается количеством игроков. Их должно быть 3, а также зона игры. В игре задействована только половина баскетбольного игрового поля с одним кольцом. Каждая команда должна попробовать помешать противнику завладеть мячом, а также попасть как можно больше мячей в кольцо соперника. У меня не получилось, но за меня это сделают профессионалы, которые усердно тренировались. Быть быстрее, выше и сильнее соперника. В каждой стране и регионах России проходили отборочные матчи, поэтому в Якутск съехались лучшие из лучших, в том числе из Таиланда, Кыргызстана и Казахстана. Отобрались вот вчетвером, поехали в Алмату, сыграли турнир и были сборы на Искуле. Тренировки были нелегкие. Мой рост 2 метра 2 сантиметра. Ожидания от игр у меня только положительные. Надеюсь получить заряд хороших эмоций и, конечно же, победу. Прыжок, бросок и мяч точно летит прямо в кольцо. В коротких перерывах тренировки тренеры разбирают технику, дают ценные советы и подбадривают спортсменов. Ну, за плечами наших спортсменов только чемпионат Казахстана в республике. Ну, это те дети, которые заняли первые места. Они по этим отборам приехали сюда на «Дети Азии». Зная, сколько команд приехало и какие команды, у нас все шансы на победу. Ну а сборная команда Якутии начала готовиться за несколько месяцев до основного старта. За все это время состоялось огромное количество выездных сборов и тренировочных матчей. Отрабатывали тактику игры, физические навыки и различные комбинации. В течение года было проведено несколько соревнований, а также первенство Республики Саха-Якутия, где были отобраны сильнейшие, лучшие игроки. На международных спортивных играх слабых команд нет, все сильные команды. В мужском дивизионе заявлено 9 команд, а в женском 7. Соревнования пройдут в течение 5 дней. Играть будут по круговой системе, в день по 2 игры. Ну, поддержка — это, конечно, очень классно, и жду весь Якутск на наши игры, чтобы болеть. Но больше меня захватывает, наверное, скорость. Больше 3 на 3 – это более быстрый баскетбол, чем классический баскетбол. В игре побеждает команда, которая наберет больше очков за 10 минут или первой 21 очко. Игры обещают быть жаркими не только на паркете, но и на тренерской скамейке. Даяна Федорова, Вадим Барашков. Ну а сейчас самое время вас познакомить с теми событиями спортивными, которые состоятся сегодня. Например, вот баскетбол 3 на 3 начнут соревнования в 10 утра на Комсомольской площади города Якутска. Маст-рестлинг в 10 часов в спортивном комплексе «Мадун». Художественная гимнастика в 12:00 спортивный комплекс «Дахсун». Мини-футбол в 10 часов дворец спорта 50 лет Победы. Тэквондо с 9 утра в Ледовом дворце Элей Ботур.
Плавание в 10 часов. Плавательный бассейн «Чолбон». Шахматы состоятся в 10 утра в Кфене Северо-Восточного федерального университета. Игра «Го» в 10 часов. Дворец детского творчества имени Авдеевой. Настольный теннис в 11:00 физкультурно-оздоровительный комплекс «Сулус». Ну а более подробную информацию, а также приобрести билеты и абонементы на игры вы можете на официальном сайте игр «Дети Азии». Организаторы утверждают, что будет вблизи каждого спортивного объекта возможность также приобрести билеты. Наши юные спортсмены делают свои первые шаги в спорте. При должных тренировках, настрое и усердии каждого из них ждет высокое достижение. Надо отметить, что многие участники игр «Дети Азии» в будущем становились призерами международных стартов и Олимпийских игр. А недавно был учрежден союз выпускников игр «Дети Азии». Чем будут заниматься его амбассадоры, узнаем из следующего материала. Выпускники игр «Дети Азии» с теплом вспоминают те дни, когда они сами были участниками игр. В этот раз они приехали уже в качестве судей и спикеров. Я вчера был на стадионе и не мог поверить, что 16 лет назад я здесь выступал. Для меня это, конечно, шок. Очень хорошо помню ту церемонию открытия, помню те эмоции, которые были, когда я победил. На самом деле, вот сейчас вообще заново изучаю Якутск. Просто. Уже более осознанно, да? Да, вот это 100%. А что вообще слышали о Якутии? Да, очень много что интересного. Во-первых, очень природа здесь красивая. Я сам же с Дальнего Востока, и вообще, в принципе, Дальний Восток, мне очень нравится здесь природа. Также, конечно, слышал о вашей зиме, об интересной. Я с Хабаровска, там не минус 50, но тоже холодновато. Вот, и очень интересные традиции. Я очень хочу попасть на ваш вот этот праздник, который будет скоро. Да, шаманизм, все вот эти штуки, очень интересно. Ностальгия в плане масштабов, грандиозности, то есть какого-то такого праздника. Если сейчас, я сегодня прилетела только в 5 утра, и вот с самого утра мы сейчас обедаем, это все какое-то такое очень возвышенное чувство постоянно. И, соответственно, конечно, я помню, как и в детстве, когда мы приезжали, для нас, тем более в том возрасте, это было прям очень масштабно, поэтому только приятные какие-то чувства у меня сейчас вызываются. Задача Союза выпускников игр «Дети Азии» – создавать новые программы и проекты для развития детского спорта в странах Азии, а также продвижение принципов олимпийского движения. Кто, если не они, знают, какие слова поддержки, методы и принципы нужны юным спортсменам. Нужно всегда давать 100% своих усилий. Я всегда стараюсь тренироваться больше, чем другие, и считаю, что с таким настроем можно добиться победы. Не делать спорт прям всей своей жизнью. Знать, что спорт — это всего лишь часть жизни, и воспринимать это больше как игру. Потому что с таким подходом будет гораздо проще и легче относиться к поражениям, к тому, что неизбежно ждет спортсменов в любом случае. И каждое поражение использовать себе на пользу, не ругая себя, а наоборот, анализируя, в чем можно прибавить и как можно стать лучше, как можно приблизиться к тому результату, к которому вы хотите. У нас есть образовательные программы, есть форумы от Олимпийского комитета России, где я также буду принимать участие как спикер. И в целом программа очень насыщенная на самом деле. Но я очень рада, что где-то, возможно, я буду кому-то полезной и, может быть, детям какую-то сыграю роль в их будущей карьере. В 2023 году комитет «Дети Азии» учредил Союз выпускников игр. За многолетнюю историю участниками игр стали более 15 тысяч спортсменов, многие из которых становились призерами международных стартов и Олимпийских игр. Также Союз выпускников разработал, и сегодня мы презентуем на этих играх проект «Будущие чемпионы», направленный именно в направленности спортивной психологии, чтобы поделиться опытом, своим жизненным опытом и спортивным. Ну и, конечно же, проведение мастер-классов для жителей, юных жителей города Якутска по нескольким видам спорта. И очень отрадно, что география выпускников, она очень такая достаточно серьезная. От Хабаровска до Индии к нам приезжают и победители чемпионатов мира, и призеры Олимпийских игр. Это очень радует. На протяжении проведения игр выпускники планируют встретиться с участниками соревнований. Они проведут мастер-классы, фотосессии, поделятся своими историями. Марфелина Алексеева, Арсен Степанов. Но сейчас мы переносимся на борцовский ковер и узнаем, как прошли предварительные схватки по самбо.
В спорткомплексе «Триумф» начались соревнования по самбо. На ковре сойдутся более 40 спортсменов, представляющих 7 разных стран. Как отметил главный судья соревнований Алексей Лебедев, на этих соревнованиях явных фаворитов нету, поэтому финалы обещают быть весьма интересными. Самбисты были первыми, кто приступил к соревновательной программе игр. Спортсмены из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Азербайджана, Таджикистана и других команд России сошлись на ковре за право выйти в финал. Правила судейства у нас уже несколько лет не меняются. Соответственно, будем судить в соответствии с международными правилами. То есть они немножечко отличаются в некоторых моментах от всероссийских, но в целом это на борьбу, на результат не влияет. Вот, соответственно, а судить будем по критериям правил вида спорта самбо. Ну, мы видим только начало соревнований, прошло несколько поединков. Интересные схватки, выигрывают представители различных команд. Нет такого, чтобы кто-то один побеждал. Поэтому кто будет сегодня чемпионом, еще тяжело сказать, и соревнования покажут. Хорошую борьбу показали представители Дальневосточного федерального округа. Арина Заритовская из Владивостока в весовой категории до 41 килограмма за час соревнований успела почувствовать и горечь поражения, и радость победы. Юная спортсменка долго шла к участию в соревновании такого масштаба. В последующих схватках самбистка намерена учесть все свои ошибки и достойно представить свой округ. На данный момент я отборолась 2 встречи. Первую встречу я вышла бороться с девочкой с Узбекистана. Я проиграла со счетом 8-1. Вот. Считаю, что не до конца доработала. Первая оценка была моя, нужно было стоять и не отдавать оценку. А вторую встречу я довольно хорошо отработала. На последних секундах сделала оценку и таким образом выиграла встречу. За первый день соревнований по самбо уже завершились предварительные схватки. Для спортсменов настал самый важный этап в участии на играх «Дети Азии» – финал. Уже совсем скоро станут известны имена призеров и победителей 8-х детских спортивных игр. Роман Савинов, Арсен Степанов. Ну а мы переходим к тэквондо. Это корейское боевое искусство, созданное на основании японского карате. Впервые было включено в программу 3-х игр «Дети Азии». Если в самбо есть борцовский ковер, то в тэквондо это даянг. Даянг – это спортивное напольное покрытие, которое используется для единоборств восточных и традиционных разновидностей. Мат даянг применяют в ходе организации соревнований и проведения тренировок. Ну, узнали что-то новое. В 8-х играх на даянг выйдут 88 спортсменов, которые уже прошли процедуру взвешивания и жеребьевки. Соревнования по тэквондо будет проводиться по олимпийской системе. Участвуют юноши и девушки 15 и 16 лет. Пока участники проходят процедуру взвешивания, здесь на даянге проходят практики управления поединком. Вот сегодняшний день утром был это теоретический семинар, а сейчас там практика, там жесты, как завтра будет проводиться соревнование. На это готовятся судьи. Вы видите, уже большинство судей очень опытных. Помимо спортсменов федеральных округов, участие в олимпийском виде восточных единоборств примут спортсмены из 8 иностранных стран. Всего за 10 медалей поборются 14 команд. Собственно, тэквондо у нас достаточно популярный вид спорта, особенно после нашего большого успеха на Олимпиаде в Токио, где у нас 4 наших спортсмена, поехавшие на Олимпийские игры. Все 4 вернулись с медалями, с серебряного достоинства, бронзового достоинства. И 2 наших спортсмена, тяжелоатлет и борец-тяжелоатлет, завоевали золотые медали. Вот мы, в том числе как работник федерации, я замечаю очень большой всплеск и заинтересованность подрастающего поколения в нашем виде спорта. Участница из Палестины Рахав Ясин занимает 7-ю позицию в рейтинге лучших среди юниоров 25 стран по тэквондо. На соревнованиях она намерена показать красивый поединок. Тэквондо я занимаюсь 8 лет. По этому виду спорта нашу страну представим я и еще один участник. Я сделаю все зависящее от меня, чтобы получить золотую медаль не только ради себя, а ради Палестины.
Турниры пройдут 2 дня в ледовом комплексе Эллей Батур. На поединок выйдут 88 спортсменов по 10 весовым категориям. Анна Васильева, Вадим Барашков. Вероника, скажи, если бы ты занималась спортом вот сейчас, что бы ты выбрала? Ну, знаешь, я бы хотела стать идеальной женщиной. Ну, то есть шахматисткой. Они могут часами молчать, хорошо следят за фигурами и знают множество комбинаций, способных поставить противника в тупик. Ну, оригинальный подход, но, безусловно, шахматы – один из увлекательных видов спорта. Борьба умов с напряжением в каждой партии. Интеллектуальные виды спорта сегодня активно захватывают умы и сердца все большего количества людей. В 8-х играх «Дети Азии» в турнире по шахматам сразятся представители команд из 7 стран. 17 девушек и 20 юношей. Борьба будет идти по швейцарской системе в 9 туров. Победитель определится 4 числа, и 4 будет награждение. Суть системы заключается в том, что после первого круга проигравший не выбывает из турнира, а переходит в следующий тур, где встречается с участником, набравшим то же самое количество очков. Пары отбираются подобным образом до тех пор, пока не будет выявлен победитель. На столах у шахматистов не должно быть ничего, кроме шахматной доски, листка бумаги и ручки. Также категорически запрещено пользоваться мобильными телефонами и контактировать с кем-то из представителей команд. И мы не сможем пока пообщаться с шахматистами, не будем их отвлекать, потому что сейчас им важна каждая секунда. Саиндгуз из Монголии в 1996 году сам принимал участие в играх, а сейчас привез своих воспитанников. Я Саиндгуз Шагдасурен. Я очень рад, что снова приехал в Якутск. Я был здесь участником 28 лет назад. И здесь играют 4 спортсмена. 2 девочки, 2 мальчики. Эти молодые ребята почти все имеют за своими плечами богатый опыт. Каждый из них принимал участие в соревнованиях разного уровня. И уже скоро результаты покажут сильнейшего из сильнейших. У нас здесь, получается, 3 из 4 являются чемпионами Азии среди детей, среди школьников. Одна из участниц является чемпионкой Кыргызстана среди женщин по блицу. На каждую партию выделяется 1,5 часа. Плюс 30 секунд на каждый сделанный ход. В среднем партия длится примерно 4-5 часов. Всего в соревнованиях по шахматам будет разыграно 2 комплекта медалей. Ирина Жданова, Иван Сорокаумов. С 27 по 30 июня на арене Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых пройдет 7-й международный цирковой фестиваль «Мамонтенок-2024». В фестивале примут участие талантливые артисты, призеры всероссийских и международных цирковых конкурсов. Сегодня у нас в гостях Фёкла Попова-Колесова, заведующий постановочной частью Государственного цирка, отличник культуры Республики Саха-Якутия, и Анна Демидова, артистка казахского Государственного цирка города Алматы. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, нам немного о программе самого фестиваля. Наш фестиваль уже продолжает, 7-й фестиваль получается, «Мамонтенок» международный. В рамках нашего фестиваля будет проходить форум, также кавалькада в парке, прошла уже кавалькада. Также мы будем показывать этно-шоу «Земля мамонта» для гостей столицы. И, конечно же, открытие-закрытие фестиваля и гала-представление участников наших. А кто задействован, получается? Потому что у нас есть приезжие артисты. Приехали директора крупнейших цирков мирового уровня, также продюсеры, профессиональные артисты, участники из разных стран. Анна, как ваше впечатление? Вот вы впервые в Якутии? Нет, я хочу отметить то, что это 2-й раз в Якутии, причем 1-й раз я ездила на этот же фестиваль, только детская номинация была, а 3-й международный цирковой фестиваль «Мамонтенок» 2012 год. То есть мне было 12 лет, и я стала бронзовым призером этого фестиваля. Сейчас я нахожусь в взрослой номинации, и будем бороться. Здорово, здорово. Здорово. А как начался ваш путь в цирке? Это же удивительно, что ребенок выбирает такое очень сложное направление для себя в жизни. Моя родная тетя
она руководитель. То есть у нас семейная династия Демидовых. То есть она основатель этой династии, и меня поставила вот на творческий путь именно она. Здорово. Прекрасно. Есть у кого обмениваться опытом. А скажите, Фёкла, какие жанры циркового искусства будут представлены на фестивале? У нас будут представлены воздушные гимнасты, эквилибристы, каучук, канатоходцы, также жонглеры. Ну, в общем, программа будет незабываемой и впечатляющей. Но мы не знакомы с вашим выступлением. В каком направлении участвуете вы? Я как раз-таки участвую эквилибр с полотном. Мы на протяжении вот всех фестивалей, именно на этот мы прям усовершенствовали его прям от головы до ног. То есть усложнились на высшем уровне. У меня там есть и часть с полотном красивая, такая нежная часть. Есть, где я стреляю из лука, причем на одной руке. И кручу платки ногами. 2 в стойке и потом наверху 4 одновременно. Вот, когда даже описание слышишь, представляешь, что такое очень сложное. Как проходят тренировки? Ну, так как я занимаюсь с 5 лет, то есть это все нарабатывается, и сначала приходишь, разминаешься, проходишь номер, там уже смотришь либо что-то подкорректировать, что-то можно, наоборот, нагрузку добавить и усовершенствовать. И ОФП, общая физическая подготовка. Вот. Прекрасно. Ну, в общем, с разбегу мы точно ничего сделать не сможем. Да, надо было в 5 лет начинать, точно. Фёкла, скажите, а из каких стран приехали к нам артисты? К нам приехали с Китая, с Вьетнама, с Монголии, с Белоруссии, с Таджикистана, с Казахстана. Вот представитель сидит. И из Москвы, с Перми и Курганской области. Такой масштабный список. Да. Здорово. Очень интересно. А вообще, как можно посетить отборочные этапы, ну, то есть сам фестиваль? Ну, завтра, 27 июня у нас будет открытие фестиваля, 30 у нас будет уже награждение, ну, то есть как бы... Все довольно динамично проходит. Да. И вот после закрытия уже будут гала-представления участников. То есть наши участники остаются, и в рамках Дети Азии, как культурная программа, будем показывать. То есть мы можем вас увидеть? Конечно, замечательно. Приходите. Спасибо большое за рассказ, очень интересно. Я думаю, все заразились стремлением посмотреть на удивительное шоу. Да, мы вас поздравляем. Ну и, кстати, друзья, недаром, что мы вначале вам напоминали про наш телеграм-канал «Утро Якутии». И сегодня мы подарим билеты на фестиваль «Мамонтенок» 6 первым людям, которые правильно ответят на вопрос. Итак, внимание, вопрос будет также размещен в телеграм-канале, и именно там мы подведем общий итог, да, уже после эфира свяжемся с каждым победителем. Напоминаю, первые 6 человек. Да, вот такие вот замечательные билеты я держу в руках, вы можете посмотреть. Здесь как раз написано «Мамонтенок» и вот такой мамонт. Так что вы сможете их обладателем стать, будьте внимательны, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ну а прямо сейчас... Да, я думаю, сейчас будет ажиотаж, потому что вопрос не очень сложный, да, но внимание, на 6 человек. Итак, вопрос такой. В каком году прошел первый международный цирковой фестиваль «Мамонтенок»? Вам достаточно написать год, и вы получите, если попадете в 6 первых, получите один из наших подарков. Да, тем более, что ответ, в общем-то, прозвучал. Да, прямо сейчас переходим к другим новостям. Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. Ежедневные прямые эфиры передачи «Один континент, одна команда» стартовали на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24». В режиме онлайн ведущие встретятся с победителями игр прошлых лет, почетными гостями и участниками культурной программы состязаний. Выпуски передачи будет готовить команда из 60 сотрудников медиакомпании, которая регулярно снимает новые выпуски дневников игр для телеканалов Матч ТВ, НВК «Саха», Якутия-24, «Мамонт», в том числе на иностранном языке. Российские космонавты на Международной космической станции записали для участников игр «Дети Азии» особенное приветствие. Они поздравили юных спортсменов, находясь в невесомости, вместе с этническим символом, продвигающим культуру, традиции и языки коренных и малочисленных народов Севера и Арктики – куклой КНДК.
Вице-премьер Якутии Анатолий Семенов подчеркнул, что успех проекта с отправкой куклы НДК на МКС – это не просто яркое событие, а демонстрация важного принципа поддержки креативных индустрий и развития потенциала молодого поколения. Дорогие друзья, мы, российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, приветствуем вас с борта Международной космической станции. 2024 год объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи. А Республика Саха-Якутия объявила год детства. Могут послужить коренные народы, хранители культурных традиций предков и редких языков. Они сохраняют баланс природы, опираясь на обычаи своих предшественников. Желаем участникам игр удачи, вдохновения, побед и личных рекордов. «Поймай свой книжный ветер». Первая международная книжная ярмарка прошла в Якутске. Программа включала в себя множество настольных игр от местных организаций. Мероприятие имело и профессиональную программу в смарт-библиотеке. В нее вошли разборы и обсуждения проблем подростковой литературы, презентация успешных кейсов и доклады, мастер-классы, а также стратегическая сессия и нетворкинг. К нам приехали федеральные и региональные издательства. Они специализируются на детской подростковой литературе в основном. Открывается профессиональная программа. Она направлена на библиотекарей, издателей и писателей, которые мы будем обсуждать подростковую литературу, проблемы, о том вообще, как заинтересовать подростков книгой, какие это должны быть книги. Будем сегодня обсуждать, говорить, слушать доклады, изучать опыт коллег из других городов и стран. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Но у нас уже практически завершается наш выпуск «Утро Якутии». Но, тем не менее, новый спортивный день начинается. Итак, давайте повторим. Сегодня баскетбол 3 на 3 в 10 утра стартует на Комсомольской площади. Масс-рестлинг в 10 часов в спортивный комплекс «Мадун». Художественная гимнастика в 12:00 в спортивный комплекс «Дахсун». Мини-футбол в 10 часов в Дворец спорта 50 лет Победы. Тэквондо в 9 утра Ледовый дворец Элей-Ботур. Плавание в 10:00 плавательный бассейн «Чолбон». Шахматы в 10 утра КФЕН Северо-Восточного федерального университета. Игра ГО в 10 часов Дворец детского творчества имени Авдеевой. Настольный теннис в 11 утра. Начало физкультурно-оздоровительный комплекс «Сулус». Поэтому ждем вас, друзья. Приходите. Да, постарались озвучить всю спортивную программу. Ничего не пропустите. Солнце согревает лучами детей, в юных сердцах горит пламя. Руки к небесам в этот радостный день, с гордостью мы поднимаем. Мы делимся с вами хорошим настроением. Это были потрясающие кадры с открытия игр «Дети Азии». Оставайтесь с нами. Каждое утро пусть будет прекрасным и спортивным. Но уже завтра снова увидимся на тех же телеканалах и в то же самое время. Пока. Напоминаем, что без выходных.